Здравствуйте. В эфире программа «Интервью». Башкирские мушкетеры готовятся отметить Международный день фехтования. Каким образом, обсудим сегодня. Здравствуйте еще раз. Я представляю гостя в студии. Тимур Сафин, заслуженный мастер спорта России по фехтованию, обладатель полного комплекта олимпийских наград. Тимур, здравствуйте. Здравствуйте. Тимур, впереди ожидается очень важное событие. Я предлагаю именно с него и начать. Что за мероприятие ожидает? Насколько я понимаю, это беспрецедентная акция. Такого еще не было. Да, будет уникальное событие, посвященное ко дню фехтования. 9 числа, 9 сентября мы организовываем бал чемпионов «Эхо времен», такое вот название, где будут принимать участие спортсмены не ниже мастера спорта, будут танцевать, будет много интересных развлекательных программ. Немного расскажем про историю фехтования. Короче, будет интересно, весело. Так что всех приглашаем, приходите, посмотрите и окунитесь в это вот необычное событие. Насколько я понимаю, фехтовальщики и впервые предстанут не в той экипировке, в которой мы их привыкли видеть. Да, на самом деле на самом балу будет определенный дресс-код, который нужно будет соблюсти. Это, конечно же, костюмы, смокинги. У девушек это платья в пол, так что только по определенным дресс-коду. В фехтовальных костюмах не пустят. В этот день в фехтовальных костюмах в центр фехтования не пустят. Каждый желающий может прийти, я имею в виду. Может быть, конечно, присоединиться вот именно непосредственно к самой акции. Может быть, рискнет не каждый, но прийти посмотреть. Прийти посмотреть на самом деле может каждый. Приглашаем всех желающих увидеть чемпионов, мастеров спорта, заслуженных мастеров спорта. Всех именитых фехтовальщиков будут присутствовать в этот день на этом балу. Так что приходите пообщаться, возможно, будет. Приходите посмотреть и насладиться этим прекрасным днем вместе с нами. Причем можно будет даже и пройти экскурсию, да, насколько я понимаю. Экскурсии будут организованы? Да, будет определенная экскурсия, где расскажут про сам центр фехтования, покажут, какой он изнутри, что в нем есть и так далее. Расскажут про всех чемпионов нашей республики, немного истории о нашем прекрасном виде спорта, как фехтование. Тимур, ну вы-то себе смокинг уже присмотрели? Ну, еще пока не присмотрел, еще только готовлюсь. До 9 сентября еще есть немножечко времени. Я думаю, успею. Какие танцы будут? Ну, на танцы будут... Ну, на балу какие танцы танцуют? Бальные? Так что... Или как там? Вот, так что... На самом деле, немножечко открою вам секретик. Будет... специальные тренеры, учителя, которые будут обучать этому танцу. Так что будет весело и интересно. Тимур, если уже очень отличная идея вообще проведения такого мероприятия, тем более центра фехтования. Не все наверняка побывали там, а вот сейчас есть такая уникальная возможность и спортсменов увидеть, да, тех, кто там тренируется, и новое сооружение. Но я, естественно, не могу у вас не спросить о вашей спортивной карьере. Что сейчас происходит? Я понимаю, что международная арена пока вот уже несколько лет, да, такой перерыв у вас, правильно? Да, все верно. Вот с Олимпиады в Токио, когда она завершилась, это в 2021 году она проходила. После я немножечко залечивал свои травмы, и после травм границы немножечко закрылись, и из-за этого такая вот ситуация в спорте сейчас. На данный момент пока у меня нет нейтрального статуса. Вот, ну, надеюсь, со следующего сезона я его получу и уже смогу выезжать на международную арену и выступать на международных соревнованиях. Так что сейчас идет полным ходом подготовка, межсезонье, так что набираем физическую форму и, дай бог, в этом сезоне уже выйдем за границу. Как готовитесь именно к соревнованиям? Как поддерживаете свою форму? Вот фехтуете все-таки на российском уровне? Да, фехтую, но все равно стараюсь максимально себя как-то мотивировать, так как сложно все равно выступать только в России, но как бы все временно, я как бы ссылаюсь на это, все когда-нибудь заканчивается, и в любом случае когда-то
границы откроются и возможно будет выехать. И это меня как-то мотивирует и держать себя в тонусе, держать себя в форме. И сейчас я, услышав эту информацию, то, что, возможно, нас сейчас выпустят на международную арену, мне это вдвойне заряжает и мотивирует на работу и для набора формы в этом межсезонье. Ну, знаете, со стороны, да, вот нам, журналистам, особенно когда кажется, ну, когда вот есть уже полный комплект олимпийских наград, а у нас в республике, по-моему, в фехтовании его ни у кого нет, вот куда дальше, куда больше? Вроде бы не пора остановиться. Я на всякий случай спрашиваю, ни в коем случае вам этого не желаю. Ну, на самом деле, для меня все равно, я вот по своим ощущениям как бы чувствую силы, мотивацию, и я думаю, и это можно и в дальнейшем выступать. А то, что у меня полный комплект медалей, это меня не останавливает. Я для себя всегда ставлю следующие цели. Допустим, какие-то определенные цели я достигаю, и я их откладываю, забываю про них и ставлю следующие. Допустим, олимпийское золото, многие говорят, вот ты достиг самых высоких, так скажем, целей в спорте. Медали, это почему-то, типа, куда дальше, куда выше. Ну, я думаю, ну, один раз стал, да, но 2 раза же еще не стал. Это вот всегда меня как бы заряжает, мотивирует, чтобы повторить результат или добиться новых каких-то вершин в спорте. Не таких высоких, допустим, которых я не завоевывал. Допустим, в личном зачете я также не выиграл чемпионат мира. Это тоже же какая-то мотивация, цель. Почему нет? И это меня как раз-таки заряжает, мотивирует на дальнейшее выступление, на дальнейшую работу в спорте, продолжение своей карьеры. А сейчас как ощущение? Как чувствуете себя на дорожке, если, например, сравнивать себя с Тимуром Сафиным, который был до Олимпийских игр в Токио, и сейчас, но уже Олимпийский цикл прошел один? Ну да, Олимпийский цикл прошел. Конечно же, в плане фехтования немножечко не хватает, наверное, спарринга с сильнейшими фехтовальщиками мира. Все равно на международной арене ты встречаешься с сильнейшими, и за счет этого растешь. Не только, там, допустим, набираешься какого-то опыта, но растешь в плане каких-то технических моментов, физических, потому что на международной арене нагрузка совсем другая, как физическая, так и психологическая. Так что это тебя намного больше заряжает, мотивирует и держит тебя в тонусе. Конечно же, это сейчас не хватает, но я думаю, это все как бы можно будет наработать в будущем. Как оцените выступление сборной России на последнем чемпионате мира? Вот когда Кирилл Бардачев завоевал серебряную медаль в личном зачете, на самом деле очень рад за него. Это мой однокомандник, как раз-таки мы с ним завоевали в Токио серебряную медаль в командном зачете. И после такого долгого перерыва, выйдя на чемпионат мира, он показал такой достойный результат. Я, конечно же, за него рад. Также в других видах оружия, это Яна Егорян тоже, которая завоевала золото. И девчонки наши пажистки в командном зачете тоже завоевали серебро. И это, конечно же, неплохой результат для сборной, так как после такого долгого перерыва выйти и все равно показать уровень, то, что это нас не сломило, и мы все равно из себя представляем, что мы и не самые слабые в мире, а держим свою планку и показываем хороший результат. Это, конечно же, я считаю, то, что начало со следующего года, в будущих годах, я думаю, результат только будет приумножаться и становиться лучше. Что скажете о центре фехтования, который построен вот уже почти год, освоились, нравится вам? Ну, безусловно, центр фехтования – это для нас жизнь спортсмена, фехтовальщику. Это, безусловно, грандиозное, такое масштабное сооружение, которое мы ждали долго и, наконец-то, дождались. Конечно же, тренироваться в таком центре – это только за счастье, за радость. И я рад, что сейчас подрастающее поколение тренируется в таком центре. Потому что когда я начинал свою спортивную карьеру, мы тренировались в совсем других условиях. Возможно, это как-то нас мотивировало на работу, на цели определенные в спорте. Ну, да, я надеюсь, у молодежи также это только приумножит цели и смотивирует. А также центр работает год, начинается новый сезон фехтовальный, и я хочу как раз-таки
всех желающих, вот, детишек пригласить, попробовать свои силы в нашем прекрасном виде спорта, а тем более в таком прекрасном центре, как Центр фехтования. Со скольки лет принимают детей в фехтование? Фехтование принимает где-то 6-7 лет. Есть, конечно же, определенные группы из 5, но это больше нужно узнавать у Тренерского состава? Тренерского состава, да, который набирает группы, формирует группы, они больше обладают информацией. Но где-то с 6-7, я думаю, можно уже приводить детей для того, чтобы они попробовали свои силы. Я вот сам, например, начал с 9 лет. Вот, это как бы тоже можно, кто-то с 10, кто-то 11. Каждый приходит в этот вид спорта тогда, когда надо прийти. Я вот пришел в 9, но можете, если уже как бы хочется побыстрее посмотреть на этот вид спорта, 6-7 можно попробовать свои силы. Тимур, вот знаете, я вопрос вам задам как человеку, который прошел, да, вот до олимпийских высот, начиная с самых таких вот простых условий, да, я скажу. Ну, да. И сейчас вот, когда есть такой центр, ну, мне кажется, что такое встречается в спорте, когда вот вроде бы есть условия, то не появляются как будто новые имена. Или это вот мне только кажется, как думаете? Ну, конечно же, хорошие условия, они немного, так скажем, расслабляют, наверное, людей, расслабляют спортсменов, так как у них все есть, все условия, все возможности, чтобы показать этот результат. Ну, тренерский состав тоже за этим следит, так сказать, контролирует эти моменты и, так сказать, не дает слабину спортсмену и мотивирует, и их как-то все равно подстегивает, чтобы они показывали. Ну, у нас и молодежь неплохая растет, на самом деле. Их даже и подгонять не надо, они смотивированы на результат, так как у нас фехтование в республике один из сильнейших регионов страны, и столько вот чемпионов Европы, мира, Олимпийских игр и так далее. Это, конечно же, их мотивирует стать еще лучше, либо также доказать то, что они также могут и также могут достичь этих высоких результатов в спорте. Тимур, спасибо вам огромное, что вы пришли сегодня к нам в студию, рассказали о том, что Центр фехтования открыт для всех и каждого. То есть любой может прийти туда заниматься, но 9 сентября, да. Во сколько? В 7 часов вечера, 19:00. Всех ждем, желающих посмотреть, окунуться в это прекрасное историческое событие. Бал чемпионов «Эхо времен»? Все верно. Спасибо огромное. Спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.